Добрый день, дорогие якутяне! Прежде всего, разрешите всех поздравить с Днем библиотеки, также 75-летием Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и годом патриотизма, который указан в указе нашей главы нашей республики. Война была действительно очень тяжелая, длительная, более 4 лет, и погибло очень много людей. Более 6 миллионов людей погибло на этой войне. Из Якутии также более 63 тысяч участников войны. Из них вернулись меньше половины. Это очень большая потеря. Эта победа достигнута благодаря великому патриотизму нашего советского народа, потому что даже в этом сам рейхмаршал Герман Геринг во время Нюрнбергского суда признал, он сказал буквально такие слова: мы знали, сколько танков, сколько пушек, сколько самолетов у русских, но мы совершили большую ошибку. Мы учли патриотизм советского народа, поэтому мы проиграли эту войну. Вот такое признание нашего главного врага. Перед смертью он такие слова сказал. Вот. Об этом патриотизме было написано очень много книг. Одна из них является книга военного журналиста Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Я хочу прочесть небольшой отрывок, который показывает, как было ему тяжело, как он вернулся к жизни после такой тяжелой травмы, как он выживал. В этой книге все пишется. Многие, наверное, прочитали, но я хочу еще раз прочитать этот отрывок, который говорит, как он ценой, какой силой он вернулся на любимую профессию и продолжал летать, командовать эскадрильей и стал героем Советского Союза. Он 18 дней шел сначала пешком, потом на четвереньках, потом полз. 18 дней, без еды, без воды, но он выжил. Это такая сила желания жить, победить и вернуться, воевать с фашистами. Мересьев умел добиваться своего. Учтя ошибки, он снова толкнулся от стены и, отворачивая носок искусственной ноги в сторону, встал на пятку, потом перенес тяжесть корпуса на носок, сердито скрипнул протест. В момент, когда тяжесть переходила на носок, Алексей резко оторвал от пола вторую ногу и выбросил ее вперед. Пятка тяжело грохнула в пол. Теперь, балансируя руками, он стоял среди комнаты, не решаясь на следующий шаг. Стоял, шатался, все время теряя равновесие и чувствуя, как холодный пот выступает на переносице. В таком виде и застал его Василий Васильевич. Он постоял в дверях, понаблюдал за Мересьевым, подошел и взял его под мышки. «Браво, ползун! А почему один, без сестры, без санитара? Гордыня человеческая? Ну ничего, во всяком деле важен первый шаг. Теперь самое трудное сделал». В последнее время Василия Васильевича сделали начальником очень высокого медицинского учреждения. Дело было большое, отнимало уйму времени. С госпиталем пришлось проститься. Но по-прежнему старик числился его шефом, и хотя хозяйничали в нем уже другие, ежедневно появлялся в палатах, когда находил время, делал обход, консультировал. Только лишился он навсегда после гибели сына прежней веселой и деятельной своей ворчливости, ни на кого больше не кричал, не сквернословил, и те, кто знал его близко, видели в этом признак быстро надвигающей старости. «Ну, Мересьев, давайте вместе учиться, а вы идите себе, идите, тут не цирк, нечего смотреть. Ну, докончите обход без меня», — цыкнул он на сопровождающих.
А ну, голубчик, давайте раз. Да, держитесь за меня. Чего стесняться? Держитесь. Я генерал, меня слушать-то надо. Ну, два, так. Теперь на правую, хорошо, левой, здорово. Знаменитый медик весело потер руки, как будто уча человека ходить, совершал Бог весь какой важный медицинский эксперимент. Но такое же было свойство его характера – увлекаться всем, за что бы то ни брался, и вкладывать в этом всю свою большую энергичную душу. Он заставил Мересия пройти вдоль палаты, и когда тот, совершенно измученный, брякнулся на стул, он поставил свой стул рядом с ним. Ну, а летать как будем? То-то. Ныне, батенька, война такая. Люди с оторванной рукой роту в атаку ведут. Смертельно раненые стращают из пулемета, доту вон груди закрывают. Только вот мертвые не воюют. Старик потускнел, вздохнул. Да и те воюют, славой своей. Да, ну, начнем, молодой человек. Когда Мересьев отдыхал после второго рейса по палате, профессор вдруг показал на койку Гвоздева. А вот, этот, как, танкист, ожил, выписался? Мересьев сказал, что он ожил, поехал воевать. Только одна беда, лицо, в особенности нижнюю его часть, ожог и уродовал непоправимо. Уже написал? Уже разочарование? Девушки не любят. Так посоветуйте ему усы и бороду. Серьезно? Еще прослывет оригиналом. Девушкам это вполне может понравиться. В дверь сунулась запыхавшаяся сестра и заявила, что звонят из совнаркома. Василий Васильевич тяжело поднялся со стула, и потому, как опирался он при этом о колени своими пухлыми, синими, шелушащими руками, как тяжело разогнул он спину, стало особенно заметно, насколько подался он за последние недели. Уже в дверях он оглянулся и весело крикнул: «Так, обязательно напишите этому, как его, вашему другу, что ему бороду я прописал. Испытанные средства, шумный успех будет». А вечером старый служитель клиники принес Мересьеву палку, великолепную старинную, черного дерева палку, с удобной ручкой из слоновой кости и с какими-то накладными монограммами. Под профессора, под Василия Васильевича, свою собственную прислал подарок. Вам ходить с палочкой велел. Скучно было в госпитале в этот летний вечер. И в 42-ю потянулись экскурсии. Соседи справа, слева, даже сверху переходили смотреть профессорский подарок. Палка действительно была хороша. Ну вот, профессор Василий Васильевич, у него в этом же институте работал сын, был кандидатом наук, подавал большие надежды. Он его отправил добровольцем на войну, и он там погиб. И на вопрос, когда его спросили, почему он сына единственно отправил на войну, он ответил. Ну, скорее всего, про Сталина. Сказал, что есть человек большой, который отправил одного сына, тот погиб, он отправил второго сына на войну. Вот такой патриотизм действительно вот, в своем последнем выступлении Бёрн и сказал про патриотизм нашего народа. Это наше секретное орудие советского народа.